Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана прибыл в Самарканд для участия в саммите Центральная Азия ЕС. В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная торжеству единства, мира и гуманизма. В Туркменистане запущена инициатива «Теннис на колясках» и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в первом саммите «Центральная Азия. Европейский Союз». В международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица. Спустя некоторое время президентский авиалайнер приземлился в международном аэропорту города Самарканд, украшенном государственными флагами стран-участниц саммита. Из воздушной гавани автокортеж президента Туркменистана направился к резиденции, отведенной на время визита. Европейский банк реконструкции и развития намерен сотрудничать с Туркменистаном в области энергетики, транспорта и цифровой экономики. Об этом заявила глава ЕБРР Одиль Рено Бассо в ходе встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым в Самарканде. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в Самарканде провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе двусторонних переговоров главы государств с удовлетворением отметили высокий уровень доверия и динамичное развитие туркмено-узбекских отношений по широкому спектру направлений. Особое внимание было уделено сотрудничеству в таких стратегических сферах, как сельское хозяйство, электроэнергетика, нефтегазовый комплекс и химическая промышленность. Президент Туркменистана в ходе встречи в Самарканде с председателем Европейского совета Антонио Коштой обсудил наращивание взаимодействия по разным направлениям. Как отметил глава государства, Туркменистан придает большое значение сотрудничеству с ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и транспортно-коммуникационной сферах. Президент Туркменистана выразил уверенность, что встреча с главой Евросовета будет способствовать углублению многосторонних отношений. В Самарканде президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны отметили, что на современном этапе двустороннее взаимодействие включает в себя важные вопросы, связанные с экономикой и энергоснабжением. Глава государства подчеркнул, что Туркменистан уделяет особое внимание внедрению новых технологий и обеспечению стабильности энергоресурсов в соответствии с продвигаемой Европейским Союзом политикой зеленой энергетики. Конференция «Международный год мира и доверия. Торжество единства, мира, гуманизма, дружбы и братства во всем мире» состоялась во дворце Микан в Ашхабаде. На мероприятии присутствовали члены правительства Туркменистана, главы и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в стране, работники системы здравоохранения, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также представители общественных организаций и средств массовой информации. Среди выступающих были представители посольств, медицинских и образовательных учреждений городов Ашхабад и Аркадак, редактора, а также мать ребенка, получившего лечение за счет средств благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Молодой 24-летний американец был задержан после предполагаемого несанкционированного визита на удаленный остров в Индийском океане. Мужчина незаконно посетил остров Северный Сентинел в Бенгальском заливе, жители которого известны своим категорическим неприятием любых попыток взаимодействия с внешним миром. По прибытии на остров мужчина сошел на берег и попытался вступить в контакт с аборигенами, после чего оставил им в дар банку газировки и кокос. Турист также успел записать короткое видео с островитянами. Поступок американца вызвал серьезную обеспокоенность индийских властей, поскольку сентинелцы крайне агрессивно реагируют на чужаков. Это племя считается одной из наиболее изолированных этнических групп на планете. С 1 мая иностранные туристы обязаны заполнять цифровую карту прибытия онлайн перед въездом в Таиланд. Форму необходимо заполнить на специальном сайте Таиландской миграционной службы минимум за 3 дня до прибытия, указав паспортные данные, информацию о рейсе и месте проживания. После заполнения анкеты заявитель получит подтверждение на электронную почту, которое нужно будет предъявить по прибытии. Иммиграционные власти подчеркивают, что без заполненной цифровой карты въезд в страну будет невозможен, поскольку иммиграционная служба не сможет обработать соответствующий запрос. Сборная Туркменистана поднялась на 142-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола. В марте сборная Туркменистана провела на выезде матч отбора на Кубок Азии 2027 против команды китайского Тайбэя, выиграв его со счетом 2-1.
В обновленном рейтинге FIFA команда Туркменистана расположилась между сборными Фарерских островов и Литвы. Всего в рейтинге представлено 211 национальных сборных. Лидирующую позицию в мировой классификации сохраняет действующий чемпион мира сборная Аргентины. Вторую строчку занимает действующий чемпион Европы Испания. Далее расположились команды Франции, Англии и Бразилии. В Туркменистане впервые запущена программа «Теннис на колясках», которая реализуется совместно ЮНИСЕФ и Федерацией тенниса Туркменистана. Инициатива предоставит детям с физической инвалидностью возможность заниматься спортом, развивать уверенность в себе и становиться частью общества. В программе примут участие 10 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Они получат специализированные спортивные коляски, тренерскую поддержку и индивидуальные занятия в соответствии с международными стандартами. Исследования показывают, что теннис на колясках не только улучшает физическое здоровье, но и способствует социальному взаимодействию, формированию позитивного самовосприятия и вовлечению детей с инвалидностью в жизнь общества. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.